На стратегической сессии Министерства строительства Якутии главной темой обсуждения стала проблема кадрового дефицита в строительной отрасли региона. В рамках поручения главы республики запланировано разработать и внедрить программу обеспечения строительной отрасли кадрами до 2030 года и увеличить трудоустройство выпускников текущего года по специальностям строительной сферы. О том, как будет решаться эта задача, расскажем в следующем сюжете. Для привлечения молодых кадров в строительство давно работает программа целевого обучения. Также существуют программы по изменению или получению новой квалификации. В этом плане идет работа с инженерно-техническим институтом и организациями профессионального образования. Еще один проект, который в ближайшее время будет запущен в республике, это создание инженерных школ. Строительные компании, они на стадии обучения уже студентов берут под шефство и ставят свои дополнительные требования к их образованию. Это создает то, что когда выпускник уже выходит, он уже получает не только строительное образование, он еще получает, возможно, экономическое, квалификацию по проектному управлению и различные направления, что будет способствовать плюсам уже при непосредственной работе в этой строительной компании. Одним из главных вопросов для молодых специалистов является вопрос обеспечения жильем. И проблема стоит не только в Якутске, но и в районах. Якутия – один из лидеров Дальнего Востока по строительству жилья. По итогам 2023 года сдано в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилых объектов. При этом в последние годы получить новую квартиру можно не только в собственность, но и в аренду. Уже 10 лет в Якутии реализуется программа «Движение добрых дел» по строительству арендного жилья для молодых специалистов. География программы очень обширная. Например, на сегодня строится, финансирование предоставлено в 10 районах, сельских поселениях. Да? Это 4 улуса арктических районов, и 1 северный, это Имяконский улус, и в центральных поселениях нашей республики 5 домов строится. Программа арендного жилья очень востребована по всей республике. Благодаря ей решается вопрос привлечения новых кадров. Субсидии муниципальным заказчикам на строительство объектов предоставляются по результатам конкурсного отбора. И если в 2022 году поступило 20 заявок на участие в конкурсе от 11 муниципальных образований, то в прошлом году уже 27 заявок от 16 районов. Александр Хавренко, Аэлита Махначевская, Якутск.